Ассаламу алейкум, кымбаттуу Көкбөрүнүн каармандары. Мы приветствуем вас, любителей конно-спортивной игры Көкбөрү. Мы начинаем свой репортаж с первого чемпионата Республики Кыргызстан по конно-спортивной игре Көкбөрү. Көкбөрү переводится с древнетюркского «серый волк». История этой игры отражает весь быт традиций нашего народа. Игра возникла с того времени, когда раздосованные налетами волков на скот джигиты рвали попавшего в руки своего постоянного врага, серого разбойника, серого волка. Сложившийся и в совершенстве этот обычай вошел в обход, как одна из самых распространенных и любимых игр нашего народа. И эта игра распространена у многих народов Азии. В настоящее время игра Көкбөрү является национальным видом спорта кыргызов. Широкую популярность эта игра, называемая бозгаши, имеет у таджиков и народов соседнего Афганистана. Красоту и динамизм этой игры мы находим в ее описании в повести «Прощай, Гульсары» народного писателя Кыргызстана Чингиз Айтматова. Орныңыздардан туп қойсыңыздар сұрайын. Туп атаңыздарда республикамыздың туысы. Вот мы наблюдаем торжественное открытие первого чемпионата Кыргызстана по Көкбөрү. Наблюдаем парад участников. Я опять остановлюсь, что динамизм и захватывающий дух этой игры и красоту описал первый в истории этот Чингиз Айтматов, народный писатель Кыргызстана. Ата-бабаларга бизден ушундай эр жүрөктөрдүн оюндарын калтырганына рахмат. Да будут благословенны предки, оставившие нам эти мужские игры бесстрашных. Этими словами народного писателя Чингиза Айтматова мы начнем сегодняшний репортаж чемпионата. Встречаются две команды. Сейчас слово предоставляется председателю оргкомитета Дастан Сарыгулову, руководителю Кыргыз-концерна «Кыргыз-Алтын». Боюнча биринчи жолу бүткүл Кыргызстан бою өткө турган чоң таймашуунун күйөрмандары, катышуучулары. Улуу Манаста тарыхтый чындыкты таамай айтылган экен. Зоолор кулап сай болду, сайлар жылып тоо болду, аты калып өзү жок, нечен элдер жок болду деп. Кудайга шүгүр, Европа жана Азия элдеринин көбүнөн байыркы тарыхый жашы улуу атүгүл Римди чапкан гун элдеринен тарыхта мурда эскерилген кыргыз элибиз сакталып келатат. Ошон үчүн намысыбызды бекем кармап, оюндарды ынтымактуу, тартиптүү шартта өткөзөлүк. Ата-бабаларыбыздын арбагы колдосун.
Вот после торжественного открытия представляет участников команд первой игры. Встречаются две команды Чуйской области, команда Улан и команда Берулу. Мы здесь наблюдаем состав команды Берулу. Они представлены по номерам. Также мы сейчас, к вашему вниманию, представлен состав команды Улан. Состав команды 8 человек. Естественно, 8 всадников. Ибо эта игра равная игра. Здесь участвует и всадник, и его четвероногий верный друг конь. Недаром говорили у киргизов, конь это крылья джигита. Сейчас мы пока пронаблюдаем настоящую игру джигитов. Это идет приветствие участников команд перед началом игры. Традиционное рукопожатие. Игра продолжится 3 тайма по 20 минут. Но из-за технических причин мы нашу игру в комментариях сократим. Оставим только самые основные моменты игры. Как я уже отметил, что древняя игра Көкбөрү в переводе с древнетюркского обозначает серый волк. В древние времена эта игра была излюбленной формой проведения досуга у кочевников Азии. Они заменяли им театры, стадионы, сопровождали кочевника от самого рождения до самой смерти. Мы наблюдаем судью на поле, который будет арбитром нашей первой игры чемпионата. Это Бектурганов Асан. Вот он просит благословения у зрителей, и игра начинается. Туша козла здесь обычно весом до 34 килограмма, от 24 до 36 килограмм. Вот мы наблюдаем первый момент игры. Игра это требует от игроков искусством владения игры. Отличное владение умением свободно ездить на коне и управлять конем. И овладевать искусством наездника. Невозможно, пожалуйста, вот по правилам игры игра останавливается. Потому что если за рамки поля уходят игроки, то опять туша козла выносится, и 2 участника начинают игру. Вот осуществил подъем туши козла представитель команды Берулу. Отличить игроков можно тем, что представители команды Улан в оранжевой накидке, а представители команды Берулу в коричневой. К сожалению, игра только находится на стадии развития, и яркого такого контраста мы здесь не можем наблюдать. Надо требовать от участников, чтобы форма одежды у них была отличалась от одной команды от другой. Мы наблюдаем, как здесь идет борьба за тушу козла. Здесь, как я уже отметил, не умея свободно и быстро ездить на коне и управлять конем, невозможно играть в игру Көкбөрү. Пожалуйста, мы уже наблюдаем падение. Нога, ну, здесь все обошлось. Первый бросок осуществил член команды Берулу под номером 5 Барбеев Халмурза на 2-й минуте. Счет игры становится 1-0 в пользу команды Берулу. Вот опять выкидывается туша козла. И, пожалуйста, представитель команды
Бирюлу осуществил подъем туши. Здесь основной технический прием – подъем туши козла. И транспортировка, то есть ведение туши козла. Основной технический прием, это, который наблюдает и использует всадник, это зажимает, используя путилище стремени и ногу, тушу козла к корпусу лошади. Как и в других спортиграх, здесь наблюдаете, что используют очень большой разнообразные приемы. Такие как финты, сложные действия направленные, чтобы ввести противника в заблуждение. Вот, пожалуйста, зажим тушу козла, ведение осуществляет. Также применяют силовые приемы остановки коня противника, толчок коня противника. Игра идет с переменным успехом. Задача игроков в игре закинуть тушу козла в ворота противника, так называемые тайгазаны. Вот, пожалуйста, игрок команды Улан под номером 2 Мамункулов Аязбек осуществил захват туши козла, зажал его с помощью стремени путилища, применяя финты, резкие остановки коня, повороты, пытается забросить его в ворота противника. Также ему активно помогают его партнеры по команде. Вот туш корпусом коня закрывает. Представители команды Бирюлу пытаются отобрать эту тушу козла. Игрок под номером 2 Мамункулов Аязбек прорывается, пожалуйста, к воротам резким галопом, вырывается прям. Вот резкий поворот. Вот, пожалуйста, силовые приемы используют, толчки в груди коня. Бросок. Не получилось. Есть. Счет игры становится 1-1. Мамункулов Аязбек сравнял счет. Счет игры становится 1-1. Вот, пожалуйста, опять осуществлен бросок. Все команды врываются. Кто осуществит подъем туши козла? Самый первый прием — это подъем туши козла. Противники друг другу стараются мешать. Так, пожалуйста, команда Бирюлу под номером 11 Аджигулов только осуществил захват туши. И сейчас пытается прорваться к воротам противника и осуществить бросок. Активно здесь применяют силовые приемы. Основной технический прием — зажимает тушу козла с помощью пути. Не получился бросок. Бросок не получился. Существует целая технология приготовления туши козла к игре, туша козла после такой игры представляет собой отбивное мясо. И считается отведать это мясо за большую честь и ценность. Пожалуйста, под номером 2 Аязбеков в гордом одиночестве прорывается к воротам противника, но не получился. Бросок не получился. Перехватили. Сразу противники, которые перехватывают тушу, стараются зажать его с помощью путилища. Здесь надо владеть искусством
наездника элементами джигитовки. Пожалуйста, вот определенная физическая сила нужна. Сразу осуществляет зажим туши козла. Вот пытается его противник нагнать и отобрать. Выронил. Вот, пожалуйста, осуществляет толчки грудью, силовые приемы. Эту игру можно олицетворить. Такой синтез игры получается. Хоккей более-менее близко подходит к нашей народной игре Токвору. Один из сильнейших игроков, Мамункулов Аязбек, пожалуйста, осуществляет финты. Тушей козла зажимает, тушей козла, используя резкие остановки, повороты коня на полном скаку. Не дает возможность соперникам отобрать тушу козла, но, к сожалению, выронили. По правилам игры сейчас два игрока. Выкидывает два игрока, и два игрока пытаются осуществить подъем туши козла и ведение туши козла. Пожалуйста, один из таких технических приемов, он осуществил волочение и подъем следующим, подъем в седло. При том, когда осуществляется, получается потеря туши, по правилам игры его опять выкидывают и разыгрывается. Два представителя соперников пытаются поднять. Пожалуйста, выронил. Теперь уже подключаются все основные игроки. Основной технический прием — это подъем туши. Как это прием мяча, там прием шайбы. Конец первого тайма. Счет 1-1. Счет 1-1, идет такая равная борьба. Ну вы же понаблюдали, что техника и тактика нашей игры взаимосвязана. Но борьба за тушу козла имеет ряд своих особенностей, которые влияют на тактику игры. Так как игра верхом на коне дает возможность передвигаться с большой скоростью, и темп игры очень высокий и разнообразен. Вы наблюдаете, быстрая смена игровых ситуаций и особенности техники ведут к тому, что индивидуальные действия в этой игре применяются очень часто. Но это не устраняет основ командной игры и коллективных действий, которые увеличивают силу команды и результативность действий. Но в основном мы здесь наблюдаем индивидуальные действия. Вот, пожалуйста, игрок команды Бирулу, применяя основной технический прием зажим туши козла с помощью стремени путевичниц, пытается прорваться к воротам противника. Соперники активно, соратники по команде активно ему помогают, закрывая его от игроков другой команды. Используя силовые приемы, толчки, удары грудью лошади, соперники пытаются прорваться к нему и отобрать тушу козла. Здесь очень в нашей игре, я как отметил, уже очень выше ценятся индивидуальные особенности, индивидуальные действия. Пожалуйста, здесь осуществляется, вот индивидуальное действие, это умение свободно передвигаться на коне, дает возможность эффективно вести тушу козла и решать различные тактические задачи. Но в игре тут часто возникает обстановка, когда игроку выгоднее передать партнеру тушу, находящуюся в более выгодном положении. Так, игрок под номером... Так, к сожалению, мы сейчас наблюдаем... Вот осуществил зажим туши козла и введение производит. Здесь он осуществляет технические приемы и тактические действия, как обводка. Но обводка основана на быстроте, на его умении всадника управлять конем и владеть тушей козла. И чтобы зрители вы выгодно отличали, это красный улан, коричневый бирулу. Вот опять сильнейший игрок команды Улан Мамункулов Аязбек под номером 2 осуществил
захват туши и прорывается к воротам, используя обводку, обманные действия. Пожалуйста, он осуществляется с помощью различных отвлекающих действий и движений, выполняемых конем. Резкий остановок. Пожалуйста, бросок осуществил. Во втором тайме счет игры становится 2-1 в пользу команды Улан. Вот мы наблюдаем Аязбека Мамункулова. Самый результативный игрок этой игре. Что ж, туша опять выбрасывается после очередного броска. И соперники сейчас пытаются осуществить подъем. Нужна определенная физическая сила. Подъем туши осуществить. Вы как наблюдаете, он это осуществляет резким наклоном туловища в сторону туши. И одновременно не надо терять управление конем. Пожалуйста. Игрок под номером 2 Мамункулов. Мамункулов опять прорвался Тайгазан и получился у него бросок. Счет игры становится 3-1 в пользу команды Бирюлу. Мамункулов на 15-й минуте второго тайма вывел свою команду вперед. Следующий этап игры. Что ж, эта игра сейчас с образованием на территории Центральной Азии новых государств выходит на международную арену. Я уже отметил, что игра очень популярна у соседних народов, как у казахов, называемая Көкпари, у таджиков Бозгаши. На юге Кыргызстана игра идет, там играют с тушей теленка. Я должен отметить, что о правилах этой игры, об истории зарождения и развития и имеющих разновидностях и других сведениях можно подчеркнуть из работ таких ученых, как Хабибулла Файзулаевич Анаркулов, Марат Кудыкевич Саралаев. Также игру описывали наши другие авторы, как Дален Амурзаков. А о борьбе за тушу козла, в котором участвуют девушки, повествует в каракалпакском эпосе «Кыргыз». Причем вместо козленка у них оказался упавший с коня раб. Эти сведения хорошо согласуются с этнографическими исследованиями Реми Дора, французский исследователь, по афганским киргизам. И этот французский исследователь пишет, что в старину в этой игре вместо животных использовались военнопленные. Что с этого следует, что эту игру древние киргизы использовали для подготовки своей кавалерии. Даже название команды Улан переводится с древнетюркского как Аглан, молодец, наездник.
даже в царской армии была вид легкой кавалерии уланы. Пожалуйста, команда как раз Бирюлу прорывается, используя бросок. Осуществил бросок, результат засчитан, но даже бросая он упал с коня. Но не тот джигит, который не падает с коня.